Значит, тема проповеди «Как сделать то, что не хочется делать». И только скажи, что это не актуально для тебя, это не актуальная проблема. Когда ты знаешь, уже в нашей церкви, наверняка невозможно не знать, что надо сделать для того, чтобы расти, чтобы войти в Божье благословение, обетование, и чтобы у тебя были благословения финансовые, чтобы ты был свободен, и так далее, и так прочее. Здесь у нас, можно сказать, выработанная система, что некоторые вещи уже сами по себе понятные и ясные вещи. Их нужно просто сделать. Вещи, которые я каждое воскресенье напоминаю, тебе просто надо сделать. Сделать те вещи, которые Божья воля, вещи, которые в Божьих обетованиях. Сделая, мы получаем эти обетования, на которые мы идем. Значит, в худшем случае ты вообще не знаешь, что нужно сделать. В лучшем случае ты знаешь, но очень сложно сделать. И, может, просто ты не можешь этого сделать. Значит, что сделать? И как сделать то, что не хочется делать? Ты знаешь, что полностью все в нашей жизни зависит от того, как мы следуем, поступаем. В худшем случае у человека вообще нет ни цели, ни визии, никакой стратегии и некуда направляться. Нас с утра не просыпаются, идут на работу и приходят обратно домой и так далее. Если только какое-то время остается, то с женой, там секс какой-нибудь, и все. И все, и так он живет день за днем, и так он и умрет. Такой же. Серый. Ничего он в жизни не достигнет. В лучшем случае, если он вырастет каких-то детей, которые не... Если это неплохо, но еще вопрос, какие эти дети? Знаете, что многие хотят детей только из-за радости. Я не хочу сына только для того, чтобы у меня была радость. Мне нужен наследник, мне нужен наследник. Джошуа. Иосиф Марцис Янцитис. Ну, представьте себе, мне 42 года. Мы же сейчас, мы начинаем расти, мы еще не растем. Но представь, что когда мне будет 80 лет, я думаю, что в 80 лет я смогу еще проповедовать. Но за 80 лет я думаю, что нужно будет давать место кому-то другому. Ну, может быть, 90. Но в тот момент, когда мне не будет уже силы кричать больше... Аллилуйя! Но что будет со мной? Что будет за мной? Кто останется после меня? Я буду расти в церкви, поставлю креслице свое и на сцене засну. Я буду полностью здоровая, будет все идеально. Я просто засну. Приду к Богу когда-нибудь 100 лет. И кто будет продолжать эту работу? Иосиф Марцис Янцитис. Вот почему мне в первую очередь, почему мне нужен сын. Значит, в лучшем случае у человека есть и цели, и визия. И он знает, почему ему это надо. В худшем это нету даже понятия и ясности, почему человек жит, и как чего-то достичь, как быть богатым, как достичь богатства, как быть свободным, как жить вечно. Эти вещи они даже не знают. И живут просто... как знают. Но в лучшем случае человек знает, и ты знаешь, что ты здесь, в этой церкви, тебе сложно не знать эти принципы, которые дают тебе спасение, принципы, которые дают тебе свободу, внутреннюю свободу, принципы, которые дают исцеление, что ты здоровый и физически, и духовно, что все, внутренний мир, он становится на свои места. Принципы,
которые во всех сферах жизни помогают тебе меняться, принципы, которые помогают тебе завоевывать сердца людей и дать этим людям тоже поделиться. Но в этой церкви мы все же соприкасаемся с проблемами. Мы знаем, что делать, но как это сделать. У кого есть такая проблема? Вот. У меня тоже. У меня тоже есть такая проблема. У меня тоже есть такая проблема. Тогда, когда у меня есть такая проблема, я знаю, что мне надо сделать, я это делаю. Но это нелегко. Как понять, как достичь того, чтобы я мог сделать эти правильные вещи? Иисус наш пример. Скажи, Иисус мой пример. Он мой идеал. Божье Слово, оно не ошибается. Там ты можешь посещать психологу, то, что я тебе не советую делать. Я не советую тебе этого делать. У меня есть некоторые люди в церкви, их заставляли идти к психологу. Это было связано с судимостью. Они заполняли анкету психологу очень честно. И они потом говорили, ты врешь. А они не врали. Психологи учатся. 5-6, не знаю, сколько лет. И ничего не научились. Я не говорю про всех. Я говорю про 99%. Есть только 1%. Кому можно слушаться. Иисус – самый лучший психолог. Когда-то, если сегодня в школе есть психолог, везде психологи, то когда-то были капелланы. Сейчас капелланы остались только в некоторых местах. Везде. Во всех вещах. Пастор, не будем говорить о том, в каком состоянии сам, но факт. Скажи, Иисус самый лучший психолог. Он говорит о себе, я путь, истина и жизнь. Он истина. И нам нужно идти к Иисусу, и надо задавать вопросы Ему. Какие? Как сделать то, что мне не хочется делать? У меня есть такие вещи, что я знаю, что это правильно, и они несут плоды, но мне не хочется этого делать. И все, и плоть, и душа начинают восстоять против Его воли. Ты оставляешь на завтра, и завтра оставляешь на послезавтра, и еще дальше. И так ты не делаешь правильные вещи. И что надо делать, чтобы сделать? Можешь себе представить? Чтобы это сделать, нужно что-то делать. Чтобы это сделать, нужно до этого что-то сделать. Но есть что-то, что не такое сложное. Но что может сделать каждый? И так ты можешь делать то, что тебе нужно сделать. Кто-то что-то понял? Кто понял? О, молодцы. Есть. И тебе нужно понять еще, за что Павла гнали, за что фарисеи и в то время верующие гнали Павла. Там было много таких причин. Я знаю, что Иисуса за это же гнали, и за то, что Он и субботу не исполнял, и так далее. Но один из причин, почему Павла гнали, его камнями обкидывали. Он получал очень много ударов. Он был в таких ужасах и проверках, и в ветрах на море, и так далее. Почему его гнали? В то время верующие. Один из основных причин — это то, что он евангелизировал. Кому? Неверующим людям, которые были. Они были снаружи Израиля, из этих обетований. Снаружи.
Когда его арестовали в Иерусалиме, когда он пришел в Иерусалим, его арестовали, его гнали за то, что он привел в храм неверующих, людей, которые не принадлежат ни фарисеям, ни тем людям в храме, ни к этим традиционным церквям. И он вел их в храм, но на самом деле это не была правда. Он не вел их в храм, но это было бы хорошо. Он бы с удовольствием это сделал. Его гнали за то, что он евангелизировал неверующим людям. И сейчас вопрос. Если смотреть на это местописание, этот факт, который я рассказал, если ты здесь, и ты не несешь благую весть неверующим, кто ты? По дефиниции. Я только что сказал, кто завоевывал тех, кто свидетельствовал Евангелию, кто они. Если ты сам себя завоевываешь, только лишь бы не рассказывать людям о Христе. Ты ходишь против, ты молчишь и не делаешь этого, то по дефиниции ты фарисей, потому что фарисеи — это те, кто задерживали то, чтобы Евангелие распространялось именно в фарисеи. То в то время конфусы, эти верующие, которые сами лично Бога не знали, они гнали тех, кто знал Бога. И их причина была то, что задерживают тех, кто евангелизировал. Поэтому самая большая проверка для нас сегодня, одна из больших страхов сегодня, скажу каждому сегодня из вас, каждый из самого большого страха сегодня — это рассказать людям о Христе. Гарфилд, так было? Одно из самых больших страхов. Виталий, правда? Виталик не тот, кто молчит, но все же. Одно из больших страхов, чтобы рассказать людям о Христе. Вот и проблема. Как же сказать им о Христе? Как их сделать учениками? Как их вырвать из этого? Как сделать это? Как это сделать? У нас у многих есть проблема молиться за людей, потому что у нас у самих молитвенное время 10-15 минут. Что за 10-15 минут ты можешь вымолить за себя и еще и за каких-то людей? Я понимаю, что у тебя в начале верующей жизни не можешь сидеть больше 15 минут, но так ты победу не победишь. Так ты не победишь войну. Тебе нужно молиться за людей, за тех людей, которые будут спасены, которые везде вокруг, потому что без молитвы человек не может спасти. И иногда ты идешь к людям и рассказываешь о них, но они не идут. Почему? Потому что ты не молился, они дьявольскими сетями закрыты. Тебе нужно молиться против злых духов. Ты знаешь, что злые духи есть здесь на земле, в воздухе. В воздухе. О Павле говорят, что Павел сам был на третьем небе. Значит, 3 неба. Одно небо — это там, где Божье Царство. Это третье. Второе — это космос, и первое — это здесь, на Земле. И там все демоны находятся. Они на Земле. У них нет возможности прийти к Божьему Царству, и у них есть возможность прийти к людям. Поэтому нужно молиться и делать евангелизацию. Может, не во всех случаях, но 90%. Все те, кто здесь сейчас, для всех нас кто-то молился Богу. Ты здесь не просто так, кто-то за тебя молился. Без этих вещей, которых я назвала, есть другие вещи и причины, что ты хочешь быть спасен финансально. Но ты уже знаешь, что тебе нужно сделать, какие-то вещи, чтобы достичь этого, но ты не можешь это сделать. Ты хочешь заменить свое тело, ты хочешь в своем здоровье какие-то от обновления, но ты не можешь это сделать. Ты знаешь, что надо сделать, но не можешь сделать. Ты знаешь, что тебе нужно заниматься спортом, тебе нужно двигаться. Ты знаешь, что если ты не будешь заниматься спортом, то с тебя будет быстрее сыпаться песок. Каждому в церкви Христа Спаса нужно заниматься спортом, нужно двигаться. Видите, как придумали новое Олеся Самина.
Они придумали заниматься спортом здесь в церкви. Мы здесь теперь танцуем впереди. Очень классно, Алина, мне понравилось, как ты сегодня танцевала. Ты вспотела тоже сегодня, да, Алина? Алина, а что ты намазала? А что ты? Нет? А что ты намазала, что это? Не понимает она, да? Не понимает она, да? Халлелуя. Халлелуя. Как сделать то, что я не хочу? И когда-то давно читал, мне приходила такая мысль, когда на Новый год, вот в это время, когда Новый год, люди покупают спортивную одежду. Сейчас будет 70% в Алкор-центре, там будет, можно будет ботинки купить по скидке. Но через пару месяцев эта одежда стоит в шкафу. Они знают, что надо, но не делают. Также и люди в группах. Ты в группе, если ты лидер, и ты знаешь, что есть какие-то вещи, что нужно сказать, вещи, которые нужно сделать. Есть много свободного времени, ты делаешь. У тебя есть причина, почему ты не сделал. Как это сделать? Может, у тебя есть какие-то вещи в семье, и ты знаешь, что надо сделать. Ты не можешь сделать. Есть какие-то вещи, которые тебе нужно в себя изменить, в своем характере. Ты знаешь, что надо сделать, но не делаешь. Так что надо сделать? Мы возвращаемся к профессору Иисусу Христу, который обитает на третьих небесах. Но у нас Его Слово, Библия. Все ответы будут в Библии. Тебе нужно понять. Тебе нужно понять. Если ты знаешь эти вещи, которые нужно сделать, и не будешь делать, тебя никогда не будет достижений. Ты будешь жить в иллюзиях и в мире снов. Как я хочу быть богатым. Я помню, как мы, два наркомана, вдвоем фантазировали. Мы сами и варили, и использовали и так далее. И мы так варили и думали, мечтали, вот сейчас продадим вот это вот, такой бизнес сделаем и купим себе. Купим замок себе. Вот так. И так мы мечтали, что мы купим себе замок. И мы знали, что будем также и работать в благожертвовании. И тогда, когда нужно было продать это, почти все вошло в наши вены. Я даже столько не мог. Мы мечтали. И ты останешься пустым мечтателем. Если те вещи, которые ты знаешь, что надо сделать, чтобы достичь чего-то, спасения, к благополучию, к своему внутреннему человеку, к людям вокруг, ты знаешь, что надо делать и не делаешь, ты никогда в этих вещах не будешь достигать достижений. О, какое вдохновительное слово сегодня. Я никогда никаких не достигну достижений. Аминь. Если ты не знаешь такие вещи, которые написаны в Библии, я хочу помочь тебе сегодня сделать это. Как сделать то, что не хочется делать? Классная тема, не? Ну давайте уже беремся за тему, я хочу быстрее это услышать. Как это сделать? Матфея, 26 глава. Матфея 26. Если я не буду читать все местописание, но 36 до 50. Матфея 26, от 36 до 54. Открою сейчас Библию. Ты хорошо себя чувствуешь? Ты что-то
уже получила от Бога сейчас. Есть что-то чуть-чуть? Halleluja. Drusciņi ir? Amen. Halleluja. Amen. No 36 līdz 54. От 36 до 54. No 36 līdz 54. Ģedzemanas Сад dārzs. Гефсимания. Kas šajā dārzā notika? Что в этом саду происходило? Kas šajā dārzā notika? Иисус пришел на землю с определенной целью заплатить какую-то цену за людей. Потому что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И этот план, эта кульминация произошла, когда Он умирал на кресте и излил свою кровь. И в этой крови у нас есть прощение греха. В этой крови у нас есть исцеление. В этой крови у нас есть благополучие. Бедность уходит, болезни уходят, они убегают. Дьявол теряет свою власть над нами, дьявол теряет свой контроль над нами. У нас есть свободно. В крови Иисуса Христа вот кульминация, когда Он пришел на крест и воскрес. Но до того, как Иисус умер на кресте, Он в Гефсиманском саду молился за этот акт с Богом. Иисус одновременно Бог и одновременно человек. Полный Бог и полный человек. Все, что Иисус сделал, и мы можем сделать. До. Скажи до. У вас сегодня ни одного. Завтра не нужно будет умирать на кресте. И еще больше никому сегодня не нужно искупать весь мир от грехов и болезней. Я думаю, что Иисус страдал не только физически, но и духовно. Он нес все грехи мира. Ты представь какой-то свой грех, который самый противный тебе был, и Он его понес. В Исаии так написано. Он нес все наши немощи и болезни. Все свои наши немощи Он взял на себя. Тебе не нужно идти завтра умирать. А Ему надо было идти завтра умирать. Завтра нужно было идти умирать и нести все грехи мира. Ему надо завтра сделать то, из-за чего Он пришел на землю. И вопрос. Он хотел это сделать? Нет. В Гефсиманском саду Он молился Богу, чтобы произошло Божья воля. Иисус сказал Отцу такую молитву. Это очень странная молитва. Там очень много о чем задуматься. Он молился: «Отче, если возможно, то пусть эта смерть на кресте, именно чаша сия, это означает Его смерть. Он пришел к Отцу, Он одновременно Бог, одновременно человек, но по-человечески плоть воплоти. Он сказал: если возможно, Отец, пусть это пройдет мимо меня». И второе предложение, которое Он сказал: но не моя воля, но пусть Твоя воля исполнится, Твоя воля да исполнится. И именно в этом гефсиманском молитве, в этом саду, эти происшествия, можно увидеть, что Бог говорит нам сегодня, как сделать то, что не хочется. Иисус это сделал. Иисус это сделал. Скажи: Иисус это сделал. Иисус это сделал. Он в молитве получил силу. Ангелы Его укрепляли. И Он умер на кресте, воскрес и живой. И Он изменил мою жизнь, изменил твою жизнь сегодня. И Он изменит еще тысячи миллионов людей даже через нас. Что же Иисус сделал? Что Иисус сделал? То, что не хотела плоть, но хотел Дух. Слышишь? Духовно Он пришел с одной целью — умереть на кресте и воскреснуть. Но плоть, она не хотела это делать. В Духе Он хотел. Значит, Дух побеждает плоть, правильно? Мы духовны. Человек состоит из духа, души и тела. Душа состоит из моих эмоций, воли и желания. Моя плоть
Сейчас мы постимся. Не все, но многие постятся. Плоть не говорит, дай мне поесть, но ты духовно. Внутренний человек. Ты говоришь, нет, ты не получишь еду. Только в 4 или в 5, смотря кто во сколько начал. Ты не получишь. Мы контролируем свою плоть, и эмоции приходят. Всякие эмоции, и всякие радостные мысли, и Макдональдс, и как я поеду домой, как буду есть Макдональдс. Всякие мысли приходят. Значит, моя душа тоже борется. Она не хочет то, чтобы я не ел. Но я хочу исполнить Божью волю и поститься за тех людей, которые должны прийти к Богу. Поститься за своих учеников, за свою церковь. Поститься. Стать проломе за свою церковь. Посту, потому что Иисус из-за поста тоже умер на кресте. Иисус себя контролировал. Духовно Он это хотел. По-плотски. Miesīgi. Nē. Kādreiz padomju laikā bija sauklis, veselā miesā, veselā laikā bija sauklis, veselā miesā, veselā тело, но все, обычно говорят, здоровая плоти, здоровый дух. На самом деле все наоборот, здоровый дух и здоровая плоть. Ну что, все технику ты всю технику соблюдаешь, и тут по голове во время того, как ты катаешься на лыжах, получаешь. И моя жена так была, она молилась. Потому что если Бог тебя защищает, то Он защищает. Если не защищает, какую каску бы ты ни поставил. Потому что если ты духовно здоровый, то ты будешь здоровый снаружи. Если твой дух здоровый, то и все финансы будут здоровы. Если ты здоровый, то и все вокруг будут здоровы. И все, к чему ты прикоснешься, все получится хорошо. Первое, что Иисус сделал в Гефсиманском саду. Одно слово. Тайная комната. Что это за слово? Тайная комната. Тайную комнату мы называем то место, где мы регулярно наедине проводим время с своим Небесным Отцом в молитве. У нас у каждого есть свое личное время с Богом, которое мы определяем для Бога. Кто-то 15 минут, кто-то час, кто-то 2 часа. Я 6 часов. Иногда 5. Иногда 7. Мое время с Богом. То, что я даю для Бога. Выделяю Ему. У нас у каждого такое есть. И в это время мы читаем Библию, молимся и славим. Первое, секрет, как сделать то, что не хочется сделать, это молитвенная тайная комната. Молитвенная тайная комната. Именно там Иисус получил силу сделать и умереть на кресте. Именно в молитвенной тайной комнате. Это определенно номер 1. У меня есть традиционный вопрос для людей, которые встречаются с людьми, они приходят ко мне со своей проблемой, и я начинаю сразу же вопрос. Я им задаю такой же вопрос. Ты молишься регулярно, дисциплинированно Богу? Ты читаешь Библию регулярно, дисциплинированно? Это первый вопрос. Если нет этой вещи, то дальше не о чем говорить. Начнем с того, что ты свою тайную комнату не можешь сделать. Если ты спасен, здесь многие приходят вперед и принимают Иисуса Христа как своего Спасителя. Но с этого дня нужна тайная комната. Хотя бы 5-10 минут сначала нужно начать. Когда у тебя есть время с Богом, каждый день регулярно. И там, именно в этих молитвах, когда ты несешь Богу такие вещи, которые ты не можешь сделать, ты там побеждаешь. Ты побеждаешь. Ты говоришь Богу, помоги мне сделать в эту инспекцию налогов и сделать эти все бумаги, чтобы начать какое-то свое, начать делать что-то. Я не знаю, как это все происходит, но эту бумажку отнести и все сделать. Молиться за эту же бумажку, чтобы получить какой-то звонок, какой-то контакт, чтобы ты получил с человеком, с которым ты не хочешь говорить. Ты не хочешь с ним говорить. У тебя конфликтная ситуация с ним, но тебе нужно идти и делать. Ты приходишь в молитву и говоришь: Господь, помоги мне.
позвонить и сказать определенные слова. Можешь написать на бумаге, что ты хочешь сказать. Запланируй в голове все, что ты хочешь сказать примерно. Молись Богу и говори: Бог, помоги мне это сделать. И следующие слова. Сказать Богу: спасибо, Господь, что Ты помог мне это сделать. Спасибо, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Бери местописание и провозглашай, говори: Бог, аллилуйя, я могу позвонить. И знаешь, в тот момент, когда ты позвонишь, не в тот момент, когда ты позвонишь, но в тот момент, когда ты вымолишь, ты уже позвонил, ты уже сделал. В тот момент, когда ты победил себя в молитве, ты победил себя в молитве. Или ты молишься за какого-то человека, молишься за какие-то обстоятельства, ты так долго уже провозглашаешь, что ты уже внутри знаешь, это уже произошло, это уже произошло. Ты только идешь и делаешь остальную работу. Кто-то что-то понял? Вы следуете? Первое — это тайная комната. Здесь написано. Иисус говорит ученикам. Ладно, буду читать дальше. Tad Jēzus aiziet ar mācekļiem saviem uz kādu vietu. Tad Jēzus aiziet ar mācekļiem saviem uz kādu vietu ar nosaukumu Гефсиманский сад. И сказал ученикам: «Сядьте здесь, я пройду дальше и буду поклоняться Богу». Я взял с собой Петра, и начали бояться. Он сказал: «Моя душа, моя душа уже до смерти». И сказал: «Останьтесь здесь, я буду молиться Богу». Я сказал: «Господь, если это возможно, то пусть это придет мимо меня, но не как я хочу, но как Ты». И он пришел к ученикам и увидел их спящими. И говорит Петру: «Так вы не могли в один час бодрствовать со мной?» Ты знаешь, что ученики убежали все от него и выдали его после того, как его арестовали. И вот ответ. Ученики даже час не могли помолиться. Почему? Потому что Иисус объясняет: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Дух. Мы знаем духовно, хотим, мы знаем делать правильные вещи, и мы хотим этот час, а это результаты, но нужно сделать. Плоть против, эмоции против. Но если ты в молитвенной тайной комнате, твой дух поднимается, ты можешь победить свою плоть. Дух бодр, плоть же немощна. Помни это всегда. Второе. Иисус, Он падал со своим лицом на землю. Я посмотрел специально еще фильм «Страсти Христовы», где он в саду молился, и он практически умирал. И лицом падал в землю. От страданий, от переживаний. Он трясся, он боялся. Но подумай, если тебе завтра придется умереть на кресте, ты спокойно спал бы? И он это делал добровольно, добровольно сам. Представьте себе, у тебя есть выбор, добровольно это сделать или нет. Дух бодр, плоть. Нет, нам не надо умирать сегодня на кресте. Зато сохранит нас Бог. Он печалился и боялся. И он говорил: если возможно, пусть это придет мимо меня, пусть чаша это придет мимо меня, поэтому нормально бояться. Мы вначале уже в проповеди узнали, что у нас есть страхи. И мы знаем, что надо делать, но не делаем. Иногда мы не знаем, что делать. И все же. Будем говорить о тех вещах, которые мы знаем. Мы боимся. Есть страхи. Иисус говорит через Божье Слово. Он через Божье Слово понятно, что это нормально бояться. Нормально бояться.
и даже трястись. Нормально даже, что тебе сложно даже с человеком, потому что у тебя руки трясутся. Как многие из вас стояли впереди и говорили на сцене. Я у некоторых на большое расстояние видел, что у них руки трясутся. Но видно, что у них ручки трясутся. Есть страхи, но ты идешь и делаешь это. У тебя есть страхи, но ты решил, и ты идешь и делаешь это. Между прочим, страхи от выступления на сцене — это самый большой из страхов людей. Но на тебя это не видно. Иногда было. Когда я проповедовал новую стратегию 5+1. 5+1 у каждого человека 5 групп, и они за месяц приводят одного человека, и потом в многих глазах людей, что я увидел? Страхи. Реально. Я посмотрел, и реально страхи в глазах. Страх в глазах. Страх от незнания. Друг, это нормально. Это нормально. Иисус печалился и боялся, потому что ему надо было делать то, что он не хотел делать. Ему было больно. Страхи — это не сами ощущения. Или правильно сказать, можно назвать страхи ощущениями, но мы не можем слушаться своих страхов. Обычно люди, когда говорят, что они боятся, не могут ничего сделать, но он врет. Потому что тот, кто говорит похожие вещи, как у тебя, и тебя от этого страха, и люди становятся похожими, и он говорит, мне не страшно. Он врет, и у него есть ощущение страха. Но он контролирует эти страхи и делает правильные вещи. Но эти страхи есть. И это нормальное явление. У тебя становится лучше? Представь себе, у тебя трясутся руки, когда ты звонишь. Halleluja. Ты можешь сам один идти сейчас один. Где маскачка? Там? Там. Вот один сам. Возьми наши книжечки. Почему нужно посещать церковь Христос Пасалу и идти туда? Проговорить с кем-то, хотя бы 50 людям, дать эти книжечки. Мне уже никуда не надо идти, поэтому мне не страшно. А если надо будет, если Бог тебе скажет, будут страхи. Нормально бояться, но ненормально слушаться этим ощущениям. Иисус не слушался своим ощущениям, и Он шел перед Богом и так сказал. Он так и сказал. Бог, если возможно. Знаешь, у меня есть проблема, я не хочу умирать на кресте. Мы не можем как-то договориться? И Бог говорит, нет, не можем. Пусть исполнится Твоя воля. Пусть исполнится Твоя воля. Следующее. Это будет третье. Иисус брал с собой своих учеников. И некоторых из них, Петра и Иаков, их он брал даже ближе к тому месту, где он молился Богу. Он падал на землю и молился Богу на страхах. А ученики недалеко могли наблюдать за этим. Он хотел, чтобы они наблюдали, он хотел, чтобы они были там. Иисус не хотел оставаться один. В этих трудных моментах, когда ему нужно было так тяжело выбрать эту борьбу, он на кресте должен был умереть. Иисус Христос умер на кресте уже в этом саду.
Он не хотел быть один. И поэтому следующий пункт. Тебе необходим свой пастор, свой лидер группы и поддержка людей из твоей группы. И поддержка также в молитвах. Когда и они знают твои проблемы, и они молятся за твою проблему, поддерживают тебя и помогают тебе, и тебе это получается. Тебе нужен. Иисус нужно было, а тебе не надо? Иисус приходил, а ученики спали. И Он говорил, что даже час не можете бодрствовать. И Ему было важно, чтобы они молились, что они вместе с Ним. И чтобы они учились молиться. И меньше нужно смотреть фильмы. Мирские фильмы. Это не общество, которое тебе нужно проводить вместе с ним время. Я не говорю, нельзя не смотреть никакие фильмы. Нет, но сколько и какие? В какой мере и какие? Потому что чем больше ты смотришь фильмы мирским содержанием, то ты в этом обществе с этими людьми. Но тебе нужно быть больше с людьми и с Христом, своим лидером и с людьми своей группы, своей церкви, вот в этой компании, которые твои друзья. Покажи мне своих друзей, и я скажу, какой ты. У тебя есть поддержка. У тебя есть поддержка. Vai tev ir atbalsts? Un nesaies ar cilvēkiem, kur tev netic. И не идти к людям, которые тебе не верят. Не встречайся с теми людьми, которые тебя обзывают и обижаются. Это будет самый худший случай. И даже если самый близкий человек, я не говорю тебе, что тебе нужно своей женой разводиться, ни в коем случае. Но если она тебе не верит, пусть будет дистанция между ней и тобой. Это не твоя поддержка. Эти люди не твоя поддержка. Эти люди, они помогают. Ты знаешь, что у людей больше на тебя влияния, чем Божье Слово влияет на себя. Не у Бога больше влияет на тебя, но у людей влияет на тебя. С кем ты идешь, с кем ты вместе. И даже когда люди женятся в церкви, у нас все больше и больше в последнее время находят друг друга. Некоторые, будет ли он тебя поддерживать, будет ли он с тобой, или он будет только бубнить, обговаривать. И вот эти все преграды. Лучше не жениться, друзья, чем с таким человеком вместе. Он твой враг. Лично я знаю, как действовать. Я знаю. Но вам самим нужно думать, как вы будете жить. Я никогда в жизни не дал бы никому стать себе на голову. Никогда. Никогда. Я наверняка что-то придумал бы. Наверное, поэтому ты пастор. Аминь. 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 Так же самое и в рабочих местах. Ты не можешь давать контролировать своему начальнику. Да, нам нужно слушаться начальнику, как и Божьему Богу, но ты лично, ты Божие дитя, ты дитя царя, у тебя своя жизнь. И ты живешь своей жизнью, а не жизнью того человека. Начальник хочет этого, начальник хочет этого, но я тоже чего-то хочу, у меня есть своя жизнь, свои принципы. Вот на работе я твой, а вне работе я принадлежу себе, все. Скажи, меня никто не будет контролировать. Меня никто и никогда не будет контролировать. Мы разрушаем всякие, если какие-то есть контроль от людей, если есть какие-то контрольные связи у кого-то. Я связываю дьявол, я разрываю эти все сети, чтобы каждый из нас в нашей церкви свободен. Какой бы начальник или муж и жена, всякое это контроля мы разрушаем. Мы принадлежим Богу, а не людям. Воздай славу Богу. Следующий пункт. Четвертый.
Ceturtais. Ты можешь Tu vari atklāt Dievam, открыть Богу, что ты не хочешь этого ka tu делать. nevēlies to darīt. Bet garā. Но в духе ты хочешь. Гарā. Потому что Иисус так и сказал. Ja varbūt Dievs tā arī Если teica. может быть Бог, я говорю тебе, открываю тебе. Если может ли эта вещь пройти мимо меня, но пусть твоя воля произойдет. Bet lai tavs prāts notiek. Можно это открыть Богу. Лично я так никогда не говорю Богу, но Иисус так сказал. Bet Dievs tā Значит, можно. Tu vari pažēlot. Ты можешь пожаловаться Богу. Tu vari Можешь pažēlot. сказать все, что у тебя в сердце. Не знаю, как Es nezinu, varbūt kā мужчины, они vīrietis. же такие, не это не Varbūt tāpēc es жалуются. nezinu. Но это нормально, жаловаться. Кому же Tas еще ir normāli жаловаться? viņam sūdzēties. Kam Кому tev еще sūdzēties? жаловаться? Kam tā vēl sūdzēsies? Var mierīgi. Можно спокойно, но Var mierīgi. с такой мыслью, Otra daļa būs. Ar tādu что norumu. вторая часть молитвы будет: Бог, пусть исполнится Твоя воля в моей жизни. Я буду делать то, что мне нужно сделать. Я буду делать это в Твоей силе, в Твоей Es силе я все izdarīšu могу. to tavā spēkā, es visu spēju. Piektais. Пятое. Lūdzu, lai Dieva prāts notiek. Молись, чтобы Божья воля исполнилась. Молись, чтобы исполнилась Божья воля. Lūdzu, lai notiek Dieva prāts. Иисус молился: да исполнится Jēzus Твоя lūdzu, воля. tavs prāts, lai notiek. Написано не именно в Ir Матфея. rakstīts, ne В tieši другом Matejā. местописании. Eņģeļi no debesīm. Ангелы Rakstiet tā kā. они с Eņģeļi небес. no debesīm. Они Dievs посланы sūtīja были stiprināt Господом, Jēzus Kristu. и они Pārdod. укрепляли Иисуса. Tagad tu esi Тогда, когда ты kambarī, в своей тайной комнате, когда ты молишься, не можешь делать какие-то вещи, которые ты хочешь сделать, то ты молишься, Бог посылает своих ангелов, и они укрепляют твоего духовного внутреннего человека. Ты можешь сделать то, что тебе надо сделать. И ты не только способен это сделать. Бог и некоторые ситуации иногда на места ставит. Он разрушает путь, открывает от всяких злых духов, чтобы ты мог это сделать. Palasīsim grāmatiņu. Почитаем книжечку чуть-чуть. Palasīsim grāmatiņu. Vakar lasīju jau vienu daļu. Вчера читал одну часть уже, да? Vakar lasīju jau vienu daļu. Одно короткое свидетельство из книжки. Почему именно книжки я могу рассказать, но это не будет так интересно. Это про этот пункт. Tas ir par šo punktu. Молиться, чтобы Божья воля исполнилась. Какая сила молитвы. И вот эта книга Кеннета Хейгена. Grāmatu Есть galā ir какая-то vispār. такая книжка? Классно, очень хорошая книжка. И может быть не такая же хорошо написанная, но весь смысл внутри очень хорошо написан, все это свидетельство. Liecības labas. Значит, эта часть называется Šī nodaļa saucās aizstāvot молиться за otru других lietu. людей, Lūdzu par защищать citu и cilvēku, šis cilvēks. противостоять за них. Я уверен, что в молитвам есть такая сила, что мы даже еще не могли исполнить в своей жизни. Некоторые только чуть-чуть прикоснулись к этому. Tai ir pieskārušies. 1947. gadā В 1947. gadā В 1947 году друг tas nav bērns. в Воскреске, это наверняка другой ребенок, он был уже большая школа для взрослых. Лидер, который работал о нефти, посылании нефти, и он упал именно в мотор. И мне рассказали, что он погиб. Когда туда пришел, Kad tur он был ierados, на viņš земле. bija noguldīts zemē. Рядом стояла скорая помощь stāvēja ātrās машина palīdzības и mašīna, много un людей. visapkārt drūzmējās cilvēki. И его положили к врачу, и он мне шептал. Сначала все думали, что он умер, но он не умер, но он скоро может умереть. И мы не могли его двигать, потому что он сразу же умрет. Тогда врач сказал: пастор, поговорите с его женой и приготовьте похороны. Я взял эту женщину за руку и увел ее в сторону не для того, чтобы подготовиться, чтобы молиться с ней. И когда мы молились, она сказала: брат Хейгенс, вы же не думали, что он выживет, да? Он говорит: да, я не думал совсем. Но она говорит: это не замечательно, что у нас есть внутренняя информация. Она думала про информацию, которая в Библии. Тексты удивительно, да? Я сказал: да, слава Богу, мы будем молиться, и он выживет. Он продолжал жить, лежал на земле. И врач решил рисковать и вывести его.
Мне казалось, что это все-таки от того, что мы молились, и поэтому он держался при жизни. Мы положим ее в скорую помощь и поможем. И пастор тоже сел вместе с ним и поехал с ними. Короче говоря, пострадавший переживал эту переезд. Его встретили 3 врача. Я приехал в больницу и остался у него на ночь. Его жена осталась у него все сутки. На 3-й день, около 8 вечера, один из врачей сказал: «Пастор, буду откровенен с вами. Он уже 3-й день находится без сознания. Мы даже не знаем, насколько большой у него травма. Мы не можем его отвезти на рентген и проверить, потому что если мы его пошевелим, он умрет. Мы сделали все возможное, что он сейчас быстро уйдет, и мы ничего не можем помочь». Возвращаясь к палате, увидел, как лидер воскрески вместе с женой говорит: «Дух бодр, но плоть же немощна». И тогда физически ты устаешь, внутри тебе сложно управлять этим человеком, потому что именно перед твоими глазами это происходит. И тогда, когда вера произошла именно в этот момент, знаю, что этот пострадавший умрет. Многие умерли именно из-за того, что родственники были вблизи, поэтому я понимаю, почему Иисус выгонял людей тогда, когда Он молился. Я не могу сказать, но врач сказал, что тебе нужно отдохнуть, и тебе нужно уйти, и тогда все будет в порядке. Тебе нужно было немного духовно побороться. И Божье обетование, пока я был бодр вместе с учителем воскресной школы. Но тогда я начал в кресле храпеть, ему становилось хуже. И мы начали проверять воздух аппаратом. И сказали, он мертвый. Я заснул и дал ему умереть у меня на руках. Он спросил у медсестры: он умер? Медсестра говорит: нет. Я тоже так подумала, но я думаю, что следующую проверку он не выживет. Я вышел в коридор и молился, очень тихо молился. Я противостоял за него. Бог пригласил нас напомнить Божье обетование, которое относится к молитве. Поэтому 2 часа ночи в коридоре больницы я начал шептать: «Бог, я не дам ему умереть». Тогда рассказал ему одну вещь. Во-первых, я сказал: он мой учитель в школе воскресной, не самый лучший, он самый лучший из тех, кто у меня был. Он посещал тех, кто больше не ходит в церковь. Он работал над этим всю неделю. Он делал еще много чего. Еще, во-вторых, он 30% жертвует церкви. В-третьих, он служит Богу и делает большое влияние на людей хорошее. Он с бизнесменами общается и респектирует их. Я пастух этой церкви, ты мой пастух. Все, что нам нужно. И потом Библия, что так и говорят, если идет враг, то это не от Бога, это от дьявола. И кто изгоняет дьявола, тот изгоняет все плохое. И поэтому я не дам ему умереть. Вернулся в палату, сел и опять захрапел. И проснулся и опять то же самое сделал, стоял за людей. И повторял это несколько раз. 4-й раз было около 4 часов ночи. И медсестра ухо поднесла к человеку, и повернулась ко мне и сказала: «Ну он укрепился. Может, все-таки он выживет? Принесите ему все носилки, мы понесем его на рентген». Когда принесли и сделали ему рентген, врач сказал, его возможности на жизнь половина на половину. Я думал, наполовину? Что ты говоришь? 100%, что он выживет, и он выжил.
Не сказал ни одно слово, ни своей жене, ни кому-то еще о том, что молился за этого человека. Вернувшись в церковь, он свидетельствовал. Вначале он сказал и благодарил всем за тех, кто молился. И потом сказал: никогда не жалейте тех, кто умирает. Последнее, что было, это падение. Я помню, что упал. Следующее, что я помню, это когда я проснулся в больнице. Когда я проснулся, никаких болей не было. Но когда я был без сознания, наверняка я умер. Я пришел на небеса и слышал ангелов, хор ангелов. Никогда за всю свою жизнь не слышал такое пение. Видел Иисуса, Он пришел ко мне. Уже хотел падать на землю, перед Ним на землю. Но и говорить, как я его люблю, но Он сказал мне: вернись обратно. Я сказал: я не хочу возвращаться. Иисус сказал: тебе придется вернуться на землю. Но я этого не хочу. Третий раз Иисус сказал: тебе нужно будет это сделать. Потому что брат Хейген не разрешил этого сделать. Тогда Иисус повернулся, раздвинул небо, чтобы услышать из окна, как брат Хейген молился и говорил: Господь, я не дам своему брату умереть. Он говорит: видишь, он не дает тебе умереть. Следующее, что помню, это когда я проснулся в больнице и рассказывал учитель моей воскресной школы. Не рассказывал ему, что я так молился. Как он это знал? Бог дал ему услышать мою молитву и сказал, что это причина, почему он не может остаться на небесах. Это происшествие дало мне понять, что у нас есть такая власть стоять против за своих людей, что мы даже не используем ее. Ну, хватит. Классно. Я не дам ему умереть. Я не дам такому и такому человеку умереть в грехах. Я запрещаю. Я не дам тебе, дьявол, вмешиваться в нас. Я не дам тебе, дьявол, делать кашу в моей голове. Я не дам тебе, дьявол, взять этих людей, тех людей, за которых мы молимся, умереть их в пропасти. Мы этого не дадим. Скажи: я не дам этому. Поэтому пусть воля Божья исполнится. Была такой пункт. Какой-то пункт 5. Правильно? Молись, чтобы Божья воля исполнилась, и Божья воля, чтобы этот человек жил, потому что он был помощник, не самый лучший, но помощник. Поэтому будьте уверены, если ты не самый лучший помощник, я все равно не дам тебе умереть. Я, конечно, не знаю, может получится как у Хейгена, может по-другому, но получится. Ни одному. 6. Проверь, твоя поддержка бодрствует ли они. Потому что Иисус, когда молился, его ученики спали, он проверил, молятся ли они, поддерживают ли его. Спросил своего лидера: ты молишься за меня? Дай свои проблемы и нужды своему лидеру. Пусть в группе за это тоже молятся, в общих молитвах. Напоминай об этом. Очень важно вот эти общие молитвы. Ты только что слышал свидетельство, читал. Какая большая сила, когда пастор за тебя противостоит: я не дам тебе умереть. Все, точка. 7. Чтобы плоть тебе подчинялась, тебе нужно тренироваться. Как тренироваться? Кто может уже сказать, каким способом самый эффективный, как тренировать свою плоть? Или как тренировать, чтобы Дух подчинялся себе плоти? Правильно, пост. Иисус, перед тем, как начал служение, Он 40 дней постился. 40 дней постился, значит, как сделать то, что я не хочу?
это пост, тренироваться. Не за один день у тебя все получится. Тренируй свою плоть, тренируй свой дух, и пусть плоть тебе подчиняется. И правильные вещи делай, и пост тебе поможет. Надо делать не только естественную вещь и делать эффективные молитвы, но что мы учимся еще контролировать себя. Значит, если ты не можешь пропаститься нормально, если ты один день не можешь пропаститься на просто чистой воде, вдруг ты ничто. Очень мало вещей, которые ты действительно можешь. Тогда, когда ты 3 дня будешь только на воде, тогда ты будешь думать, ну, я все что-то уже больше могу. За один день ты можешь только маленькие вещи делать, а за 3 дня уже что-то больше. И когда 40 дней, это вообще ужас какой-то. Я не советую никому 40 дней поститься, мы это уже попробовали. Малда почти умерла. Malding arī nomira. Я чуть-чуть преувеличиваю, но это было действительно странно. Странный был вид, ужасный. Ничего не могли сделать. Поэтому не так полностью, если ты не постишь, ты ничего не можешь, но все же духовные вещи по-другому никак. Потому что Иисус сказал, что эти вещи, ты не можешь, эти всех дьяволов, ты не можешь без поста победить. Только с молитвой и постом ты можешь изменить духовный мир, и тогда ты можешь и видящий мир изменить. Кто-то что-то понимает, действительно? Аллилуйя. С постом. Следующее. 7, правильно или какой? 8. 8. Я просто не аннумировано все. Не хватит только один раз помолиться. Нужно это делать регулярно. Регулярно, пока Божья воля не исполнится. Иисус часто поднимался на свою тайную комнату. В Гефсиманском саду Он тоже пришел к ученикам, посмотрел, как у них, разбудил их, потом обратно пошел молиться. Не хватит одного раза, нужно молиться, пока не будет ответа. Знаешь, как еще иногда ответ приходит? Ты молишься за какую-то вещь, и резко внутри ты знаешь, что это и есть ответ, и это произошло в духовном мире. Ты уже получил ответ. Потом ты идешь и делаешь. 8. Тебе нужно также понять, что большие цели за один день не исполняются. 9. Иисус родился в бедных условиях в Вифлееме. В хлеву. У него даже не было нормальной коляски. Его положили там, где в ясли. В бедных условиях. И в Писании говорится, что в Вифлееме и к нему придет правитель. Какой был пункт? 9? 9 пункт. 9. пункт. Неважно твое рождение, факты твоего воспитания, твои родители, учителя, травмы или какой-то опыт или образование. Это все не важно. Это все не важно. Не важно, какие у тебя параметры. Какой у тебя цвет волос и какой у тебя рост. Ты физически способен или физически не способен, или меньше способен. Не важно, какой у тебя интеллект. Не важно. Скажи, не важно. Saka, nav svarīgi. И многие из нас о себе думают. Я еще не такой, у меня еще не такие параметры, у меня еще не достаточно мудрости, возраста, я женщина.
Я всего лишь подросток, неважно. Иисус родился как ничто, в бедных условиях, и Он работал столяром. Ты знал, что Иисус был столяром? И Он работал, и после этого только начал служить. Неважно, кем ты работал, ты землю копал, неважно, какой у тебя, какой ты в обществе, но означает только одну вещь. Ты слушаешься и веришь Богу, что в Его силе, с Его силой ты можешь делать все вещи. Ты понимаешь? Пусть идет. Неважно, какой ты, как тебя воспитали. Прочь низкой самооценки. Числа 6:15. Бог Гидеона пригласил и освободить. И что он говорит? Прости меня, Господь. Чем же я спасу Израиль? Видишь? Мой род еще беднее. Он самый младший в доме отца. И Бог ему сказал: я буду с тобой. И ты сможешь победить. Интересно, что Бог сказал Гидеону, Он сказал: ты сильный и грозный мужчина. Ты сильный и уверенный муж. А он думает: я буду прятаться. Он как оккупант был. У них маленькие были. Я здесь прячусь. Прячусь от оккупантов, от всяких этих. Я прячусь, чтобы мне что-то не отняли. Я самый младший в семье. И при всем этом у меня еще самая бедная род, как Латвия. Ну и что, что ты латыш? Ну и что, что ты в Латвии родился? Он тоже был такой же. Еще беднее вместе. У тебя еще не все забрали. Ну, взяли бы, но не все еще. И мы еще тоже не все отдадим. Нет, налоги надо платить. Это не используй как для своих каких-то целей. Налоги надо платить. Но грабителям, с грабителями надо бороться. Но налоги надо платить. Но ты даешь jēncītis. Ты сильный и смелый муж. Ты придешь, освободишь свой народ. Ты самый бедный, но что тебе не хватает? Сколько тебе должно быть денег? Денег мало, я не могу сделать то и то, потому что у меня мало денег. Знаешь, тебе не нужны деньги. Кому? Что бы ты хотел сделать? Никому не нужны деньги. Деньги следуют проекту. Если ты идешь в Божью волю, исполняешь Божьи цели, то деньги с тобой следят. Вот почему ты беден. Вот почему ты беден. Почему бедные в Латвии? Они не идут цели, они не видят цели, они не свидетельствуют, не платят цену. И нет у них денег. Ты что-то понял сейчас вообще? Но Гидеон, ему Бог сказал, что ты сильный и что ты выведешь. И Бог дал ему задание. Возьми
paņēma. Viņam tēvs У bija него папа был Bāla priesteris. Un viss tā pilsēta kalpoja Bālim. Un viņa tēva namā tieši viņa pagalmā bija altārs. Un viņa tēva namā tieši И там были алтари, где все начинали поклоняться. И Бог говорит, уберите алтари. Первое, что сделает, уберите их алтари. Paņem divus vēršus un vienu upurē uz tā altāra. Возьми двух ягнят, и одного нужно пожертвовать Богу. И что он сделал? Ночью Naktī paņem draugus. всех своих друзей разбудил и пошел и сделал, и не сказал всему городу, кто это сделал. Kas to izdarīs? И, конечно, нашли же. Un Но его отец за него защитил его. Он сказал, хотел испугать Гедеона. Но отец сказал, кто хочет бороться, Kurš grib cīnīties пусть сразу же умрет. Bālu, и lai mirst šajā dienā. Он сам будет бороться за себя. Viņš pats cīnīsies par sevi. Bāls. Так он остался живой. Tā viņš palika dzīvs. Он Sastāvs karaspēku, sastāvs cilvēku. Un освободил всю свою армию, собрал и освободил от оккупации. Когда он это сделал? Когда он поверил, что он такой, как Бог сказал, сильный и смелый. Скажи, сильный и смелый. Saki, es esmu stiprs un drošsirdīgs. И не важно, сколько у меня денег, и сколько у меня вещей, и какой у меня интеллект, и из какой семьи я вышел, полностью все равно. Я вырос бедный или в богатстве, мне не важно. Какое имеет значение? Бог тебя Dievs tevi ir izvēlējis. выбрал. Dos, kā es slavu tavam Воздай kungam. славу Богу. Dos, kā es slavu tavam kungam. Kā izdarīt to, ko negribas darīt? Как сделать то, что не хочется сделать? Очень просто. То, что Бог говорит, а не то, что люди говорят. Или твой разум, или Vai tavs prāts, vai tava izcelsme Давид, atgādina. царство 16:11, первое царство. 16, 11. Давид был ganīgs. пастухом. О, пастушок. Meklēt jauno ķēniņus, Tad, kad Samuels gāja, Когда они meklēt jauno ķēniņus, vai arī шли к царю, и Бог послал именно к отцу Давида в дом. И отец привел всех своих сыновей, начиная с самого старшего. 5, наверное, было или 6. И отец говорит Самуилу, это не настоящее. Отец говорит, что это же просто пастушок маленький. У кого были красивые глаза и красные щечки. Он сказал, нет, он ужасная семья. Может быть, ты находишь, тебя презирает семья. Но у него было что-то другое. Семья его презирала, но у него была вера Богу. Он верил Богу. Если Бог с нами, то кто против нас? С Богом все возможно. И привел Давида именно он, тот человек, кого хотел царь взять. И знаешь, он убил Голиафа. Ты слышал об этом? Он убил Голиафа. Viņš nogalināja Goliātu. Kas es tāds esmu? Кто я такой? Kas es tāds esmu? Кто Давид такой был? И кто Иисус в детстве был? Un kas tas Jēzus bērnībā bija? Кто такой Гедеон был? Но кем они стали? Bet par ko viņi kļuva? Kas es tāds esmu? Кто я такой? Kas es tāds esmu? Jūs Sидят все умные, gudrie, образованные, но не все до конца. izglītotie, nu ne jau visi galīgi. А для некоторых у меня даже лучшее образование. Izglītotie, Образованные, из izglītotie, хороших семей. no labām ģimenēm. Kas es tāds? Кто я такой? Kas es tāds? Skolas pabeidzu. Школу я закончил. Tikai tāpēc, Skolas Только pabeidzu. потому, что меня вытянули. Tikai tāpēc, ka man izvilka. es neko nemācījos. Я ничего не учился. У меня Es была neko только nemācījos. одна тетрадь на Man bija все viena klāde предметы. visiem priekšmetiem. И на тетради, которая всегда стояла у меня на столе, Es vienmēr лежала. stāvēju vienmēr uz Bija galda. rakstīts kopot Там было Skolotājiem написано redzot. всякие rakstīts ужасные kopot, ir слова. Pēdējā solā. На последней партии сидел вместе со Pēdējā своим solā другом Айгаром. sēdējām ar savu draugu Aigaru. И был вариант, либо мы Varianti, kam пьем dzēram алкоголь, alkoholu, konjaku, pudeli un šokolādi, либо konfešu kasti. коньяк и шоколад, Drīkst iziet. либо коробка Чего конфет, грибать и назад? в туалет сразу надо было. Un priekš šajām meitenēm taisījām krūšus vaļā.
И девушкам впереди мы раскрывали лифчик. Так рассказываешь, как будто тебе это все очень нравится. Я тебе рассказываю о том, кто я такой, кем я был. Ничем и никем. В школе на экзамене сама учительница пришла и сказала мне все ответы, я просто их списал. Так, я среднее образование закончил, и очень многие из вас так же сами закончили, очень похоже. И так у вас нет ничего в голове, исключая некоторых ученых. Вперед только, вперед только. Я не говорю, что не нужно учиться, но я говорю, что я не учился. И в конце концов я стал наркоманом и пьяницей. Я был полностью не нужен для общества. У меня была депрессия. У меня был бронхит. 6 лет в тюрьме просидел. И Бог меня выбрал и сказал, ты будешь мой слуга. Вот именно так. Он проговорил ко мне. Я попросил прощения за свои грехи. И он сказал, ты будешь моим слугой. И я слышал это громким голосом, ты будешь моим слугом. Но буду так буду, хорошо, нету проблем. Я его слуга. И сегодня Бог все сферы моей жизни поставил на место. Я был полной тряпкой, сейчас я не тряпка. И в школе мне говорили, ты тряпка, тряпка, тряпка. Я говорила, хай Гитлер все время. Эта учительница подходила. Эта учительница хотела меня в колонну отправить. Тряпка, тряпка, я помню. Но был я тряпкой. Всю свою жизнь я был тряпкой. А кто ты такой? Тряпка, такой же ты и был. Ну, не такой же, как я, но другая тряпка. Бывают разные тряпки. Так же самое дьявол приходил и делал в твоей жизни то, что ты хотел, и ты был его рабом. Но сегодня, в тот момент, когда ты решился служить Богу всем своим сердцем, Он дает тебе помазание и силу. Друг, у тебя есть сила, что ты можешь ходить через всякие змеи и скорпионы. Скажи, через всех врагов у тебя будет сила, и никто тебе не даст ничего плохого не сделает. Скажи, аллилуйя. И ты можешь, скажи, я могу сделать то, что я не хочу. Я могу сделать то, что я не хочу. И я сделаю это. И я буду собирать плоды. Слава Богу. Слава Деву. Когда ты постишься, труднее кричать. Внутри не хватает немного энергии. Ничего, Эдгар меня покормит. Мясо. Галя. А еще, что такое вообще? Рост 1,76 м. Я не такой вот. Я не высокий. Но физически я хорошо подготовлен, но параметры мне не соответствуют, чтобы стоять против физически большим людям. Меньше. Я самый в классе маленький был. Да, я тоже был самый маленький. И я проповедую, слышишь, я проповедую, ты слушаешь, и это меняет твою жизнь. Но у меня нет никаких ораторных способностей с рождения. Моя жена говорит, когда я начинала когда-то говорить в баптистской церкви, половину нельзя было сказать, что там бубню. Бог сказал, говори, и я говорил. Люди слушаются, Бог действует и меняет нашу жизнь. Что тебе не хватает? Ораторских способностей тебе ничего не нужно, как только верить в Бога. Ничего тебе не надо. Только веру в Бога. Веру Ему. Никаких способностей не было лидерских. Лидерских никаких. Но сейчас, если я заполню тесту на темперамент,
temperamentu. Nelabojams Gatavais kolēriķis, nelabojams. Я холерик. Nelabojams Такой тип. kolēriķis. Līder tips. У меня такой выраженный тип, темперамент. И будет так. И будет так. А у меня в семье. Да, ты это можешь. Это ты можешь. Порядок вводить. Это тебе не хватает. Уже не хватает, мы знаем. Шантаж. Не могу это выдержать. Но это не так. У меня лучший метод. Я молюсь Богу. Es lūdzu Dievam. Хорошо, что я это все не взял с собой. Я половину убрал. У меня еще было подарки и так далее. У меня было какие подарки сделал и так далее. Как он Голиафа убил. Я все это убрал, оставил только Иисуса Христа, немножечко Гедеона оставил. Ну, говори так побыстрее, все-таки что там бубнишь и бубнишь. Ладно, идем дальше. Какой пункт? Kāds punkts? Какой? O, 10. О, Tev 10. jābūt karstai vēlmei pēc У rezultāta. тебя должно быть горячее желание vēlmē результата. pēc rezultāta. Горячее желание о Karsta результате. vēlme pēc rezultāta. Kad Jēzus lūdza Когда Иисус молился в Гетсиманском Kad саду, Jēzus lūdza Ģedzemanas dārzā, у него тек viņam пот, sviedra как кровь. krāsīs tas bija viņa mērķis, kāpēc viņš atnāca uz Это zemi. была его цель, почему он пришел на землю. И он это сделал. Viņam bija karsta У него vēlme. было горячее желание, Jo Viņam bija karsta потому что vēlme. горячее, Kā Боже dabūt Karsta ir любящее, vēl mīlestība. горячее Kā понимает, dabūt karstu получает. vēlmi? Galatiešiem 4:19 Pāvils Галатам saka, mani bērni, 4:19 говорит, Павел, у меня mani есть bērni, par kuriem es дети, no от jauna которых я ciešu radības Kristus sāpes. izveidotos jūsos. получаю Kristus боль, izveidotos как и jūsos. Христос. Lūdzu, Pāvils cieš par Павел sāpes. чувствовал боль, он Lūdzu par молился за cilvēkiem. людей, Kalpē служил viņiem. им. Viņš cieš nērtību dažādas arī. Он хотел, Viņš чтобы эти vēlās, люди lai родились šajos в Иисусе cilvēkos Христе, piedzimst Kristus, izveidojas Kristus viņos. Ka чтобы они viņi, были изменены. kur Pāvils to Izmaiņa. dabūja? Где Павел это получил? kur Pāvils to Šo dabūja? vēlmi dod Dievs. Друг, это желание дает Бог. Draugi, šo vēlmi Если у dod тебя есть Dievs. Дух Святой, у тебя есть Ja это tev ir желание, svētais gars, начинай это tev ir šī использовать. vēlme. Начинай Sāc to желать. Atklāsmes Sāc vēlēties. Откровение написано. Atklāsmes grāmatā Сам зажгись и возвратись. Сам зажгись. Я буду гореть за людей. Я хочу результаты. Es gribu rezultātu. Я в этих кадрах, и этот кадр, и этот кадр, и эти все кадры в моей группе. Я каждый день молюсь за них Богу. И все время одно и то же. Ты их благословляй, благослови, размножай, размножь. Спасибо, Господь, что ты их благословляй, благословишь, размножай, размножишь. Спасибо тебе. Каждый день только. У меня уже вот так. Katru dienu maus tikai. Эти благословения я вижу, но размножения очень мало. Благословения я вижу наверняка у всех, все благословенны. Но размножение я хочу, я получу. Я получу это. Каждый. Я не разрешаю вам быть мне плодоносным. Ладно, не так, что все такие бесплодоносные, но больше, больше, больше. Воздай славу Богу. Halleluja! Jūs aplausām kungam! Vairāk! Сейчас 11, да, или 12? 11. Jēzum bija skaidra vīzija un skaidra stratēģija. У Иисуса была явное, ясное видение, стратегия и цели. Я не буду подробно рассказывать, потому что иначе нужно будет еще 2 часа. У него было явное видение, явные цели и ясная стратегия, которую нужно сделать. И каждый день нужно держаться за свой план, чтобы получить эти Божьи цели. Матфея, следующее, Матфея 26, 64. Mateja 26, 64. Представь себе Иисус, Он говорит, Viņš domājas Jēzus. Он арестован, Viņš arestēts. Он говорит, ты Иисус, Он говорит, Tu esi Jēzus, tie farizēji prasa. Viņš saka, Он провозглашает, что он Иисус говорит, с этого дня, с этого времени вы будете видеть Меня, сидя одесную Бога по левую руку.
Мне казалось, что Иисус фантазирует. Представь себе, его арестовали, Иуда его уже предал, а он стоит и говорит, что такое я представляю, он видит это все. Вы будете видеть, как я буду приходить с поднебесья. Он представлял это все. Он это все представлял. И Давид, когда он сам вызвался Голиафа убить, Саул сказал, ты не можешь идти. Это профессионал, и рост 3 метра, а ты, молодой парень. Он сказал Давид, да я, и всяких медведей и львов, и его тоже побежу. И он видел, он фантазировал, как он убивает там жестоко, как он льва порезал, разорвал, и как он убьет этого филистимлянина. Он это все видел. Друг, фантазируй, представляй победу. Представляй свою победу. Представляй. Знаешь, какая у меня победа, как я делаю? У меня дома много фотографий. Я представляю себя в огромной церкви, что в комнатке меня видно. И я говорю «Аллилуйя!» Вот что я представляю. И когда это будет, наконец? Скоро. Я верю. Я представляю, фантазирую. Смотри, видь, что ты хочешь достичь. Видь, и тогда ты загоришься. Смотри на эти результаты, и ты загоришься. И некоторые вещи, которые тебе надо сделать, неприятные вещи, которые тебе не хочется. Представь, как это сделать. Просто в своих мыслях скажи и представляй это. Ну, классно было, да? Следующее. Иисус строго держался плана. Держись строго своего плана. Если ты что-то запланировал, свое неформальное мероприятие, бизнес, какие-то мероприятия, каждый день должны быть какие-то маленькие цели для большого достижения. Держись своего плана. Потому что маленькие вещи легче сделать на самом деле. Не как все это большой результат, который ты получаешь. В один день он не будет, не придет. Держись строго плана. Следующее. Тебе нужно принять, что с Богом все возможно. С Богом все возможно. Тебе нужно знать, что даже если ты самый маленький, ты можешь делать самые большие вещи. Ты понимаешь это? Элинчик, ты самый маленький пупсик, и ты можешь делать самые большие вещи. Дайнис, понял? Парсины, ты можешь делать самые большие вещи. Самые большие вещи. Но ты не самая маленькая. О, пупсик. Ты вырастешь большая, будешь делать самые большие вещи. Министр, можешь себе представить у нас? По вещам религии министр. Большие вещи. Шутка. Шутка. А кто знает? Jozua grāmatā 1.3. Jozua grāmatā 1.3. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es esmu jums Все вещи, которые я вам Un to viņš teica Jozua. положил, все я вам дам. Dievs Это teica сказала Jozua. Иосифу. Man Jozua arī fascinē. Когда весь народ испугался от гигантов, от этих обетованной земли, обетованной, все боялись и говорили, там гиганты. Но Иосиф сказал так. Числа 13. Jo mēs ar varu to paņemsim. Мы пойдем и возьмем. Un paņemsim, ar varu paņemsim. Halleluja! Kad Jēzus Ģetzemanē lūdza, Когда Иисус в саду молился, pēc tam viņš tika arestēts. и когда он был Un tad арестован, Pēters paņēma и тогда zobenu Петр un взял
меч и одному обрезал ухо, одному солдату. И Иисус сказал: оставь меч. Он сказал: ты думаешь, Петр, что я не мог бы сейчас молиться Отцу, и Он не прислал бы мне больше, чем 12 легионов ангелов? Ни один не мог прикоснуться к Иисусу без Его свидетельства. Это где-то 5-6 тысяч. Огромный народ ангелов, и они могли бы все решить, все эти вещи. Иисус знал свое состояние, Он знал, кто Он, и Он знал, что Он в защите. К кресту Он шел добровольно. Ты знаешь, кто ты? Ты похож на Него. Он твоя голова, ты Его плоть, ты в Христе, и никто не может прикоснуться к тебе даже пальцем, если ты этого не желаешь. Нет таких проблем, которые ты не можешь решить в Божьей силе. Ты как Давид, который сказал: кто это такой? Этот непонятный филистимлянин. Что он здесь тусит? Что он сделал? И когда Голиаф вышел и начал рисоваться, кто придет со мной бороться, все убегали от него. Они слышали слова Голиафа: вы здесь собаки и дерьмо, кто придет? Он слышали эти слова и испугались. Но Давид не слышал, что говорит Голиаф. Он не слышал. Он слышал, что Бог говорит про него: я буду идти и убивать его. Я отрублю ему голову. И когда Голиаф пришел ему напротив, профессиональный воин, он пришел напротив и сказал Давиду: кто это такой пришел ко мне с деревом? Я сейчас с палкой, я сейчас тебя убью и все. Но Давид сказал: ты пришел ко мне с мечом, а я к тебе. Он не сказал никакой инструмент, не сказал. Он сказал: я пришел к тебе с Божьей силой, и я тебе голову отрублю. И будет твой труп. И он вместе с его же мечом снял его голову сам. Сказал: победа. Произошло так, как он сказал, как он верил. Так, как он верил. И ты можешь убить любую свою проблему. И ты можешь сделать то, что ты не хочешь сделать. Ты можешь сделать правильные вещи. И ты можешь привести людей ко Христу. И ты можешь привести в порядок свои финансы. Скажи: я могу. Ты можешь быть исцелен, можешь быть свободен, ты можешь быть счастлив. Ты можешь. Ты можешь быть хорошим лидером. Ты можешь быть хорошей головой семьи, хорошей женой для семьи, хороший муж, хороший служитель. Ты можешь быть все, кем ты хочешь быть. Ты можешь быть кем хочешь ты сам быть. Только если это соответствует Божьей воле и Божьему Слову. Иисус сказал: мы пойдем и с силой возьмем. И они пошли и взяли. Они пошли и взяли. Но люди, которые 40 лет умирали в пустыне, там так написано, они сказали так: мы были в своих глазах как никто. Они видели себя маленькими по отношению к этим обетованной земле. Против Давида был Голиаф, но он не видел эти параметры. Все остальные видели эту проблему, эти параметры, а Давид видит победу. Смотри на победу. Смотри сегодня на возможные вещи. Не смотри на проблемы. Напиши этот пункт. Не смотри на проблемы. Смотри на победу. Тебе принадлежит победа. Иисус Господь. Иисус Господь. Нам принадлежит победа, и мы разрываем все дьявольские планы. Аллилуйя! Он мой Спаситель и мой Царь Царей. Он мой Спаситель и мой Царь Царей, и нам принадлежит победа. Значит,
как сделать то, что нам не хочется делать. Вы получаете ключи, и ты знаешь, ты пойдешь, и ты силой возьмешь, что ты это сделаешь. Скажи, я это сделаю. Я это сделаю. Небесный Отец, Ты нам приготовил и дал спасение, благополучие, исцеление, свободу и размножение. Наше пожертвование сегодня выражает нашу готовность получить в определенном благословении, чтобы было спасение других, благополучие финансальное у себя и у других, через меня, через Тебя. Исцеление своей плоти, своей духу и душе, свобода и размножение. Я молюсь, Господь, благослови каждого даятеля, каждого того, кто давал Тебе. Я благодарю Тебя, что мы, как церковь, мы богатая церковь. Спасибо, Иисус, что мы церковь все больше финансально укрепляемся. И мы держим. Спасибо, Господь, что мы богаты, как церковь, что можем заплатить все счета, и что в следующем году у нас будет и есть, и будет, чтобы заплатить все счета, и что мы можем также еще больше и лучше вещи покупать, дороже. Спасибо, Господь, благослови каждого, чтобы у каждого есть спасение, благополучие, свобода и размножение во имя Иисуса Христа. И у Тебя нет никакой власти над Церковью Христос Спасал, у Тебя нет никакой власти. Я запрещаю Тебе хозяйствовать в наших семьях, в нашей плоти, в нашей душе. Я запрещаю Тебя. Это церковь богатая, свободная и та, которая размножается. И Бог благословит. Amen. Debes Tēvs, Tev lūdzu par visu mūsu draudz, mans kungs. Tu redzi, ir sācies jauns gads, Dievs, un mēs nākam Tev vajag priekšā, debes Tēvs. Mēs lūdzam un iestājamies par mūsu draudz, Dievs. Es lūdzu par katru vienu mūsu draudzes dalībnieku, par katru vienu, mans kungs. Es Tev lūdzu svētīdams svētī, vairodams vairo visās dzīves lietās, Tēvs, visās dzīves jomās, mans kungs, ka viņi ir svētīti visās lietās. Es lūdzu par viņu ģimenēm, mans Dievs, ka Tu viņus svētī pāriem, kungs, bet visvairāk es lūdzu, kungs, ka viņiem būtu Tu, mans Dievs, ka viņi iepazītu Tevi aizvien vairāk, aizvien stiprāk, aizvien dziļāk, mans Dievs. Es lūdzu, ka Tu atver debesis par mūsu draudzi, Dievs. Es lūdzu, ka šis gads mums būtu augļošanās un vairošanās gads, mans kungs. Un es pateicos, Dievs, mans kungs, ka Tu esi izredzējis mūsu lielām lietām, mans Dievs. Es pateicos, ka Tu mūs celsi, ka Tu mūs vairos, Dievs, ka mēs augļosimies un vairosimies, debes Tēvs. Es pateicos Tev, mūžīgais kungs, par to, ka Tu esi mūsu vidū, Dievs, un paldies par visām tām svētībām 2013. Gadā, Tēvs, ka Tu esi bagātīgi mūsu katru vienu svētījis draudzē, Dievs, ka Tu esi apžēlojis par katru no mums, ka Tu esi atvērs savus debesu logus par mums. Paldies Tev, mans kungs, un mēs pateicamies, ka arī jaunajā gadā, Tēvs, mēs katrs viens būsim svētīti pāriem, mans kungs. Es redzu katru vienu mūsu draudzes dalībnieku svētīt, debes Tēvs, svētīt pāriem, kungs. Es atraisu visas svētības par viņiem, debes Tēv, visas svētības, ko Tu esi paredzējis